Что ж, мистер президент, позвольте вам задать вопрос касаемо Казахстана. Это очень важная для нас страна, и мы очень хотим узнать ваше мнение касаемо Назарбаева, естественно, Такаева и, конечно же, ситуации вокруг ДВК и Аблязова. Какое ваше мнение по поводу этого? Нам очень интересно узнать, потому что Казахстан – это очень важная для нашей страны страна в Центральной Азии, и мы, естественно, хотим поддерживать с ними отношения. И нам очень интересно узнать о перспективе развития наших экономических отношений и даже, может быть, военных. Что ж, интересный вопрос. Спасибо за то, что задали мне его. Действительно, Казахстан является главнейшим, да, важнейшим партнером для США не только в Средней Азии, но и в Азии в целом, да, во всем мире. По моему мнению, у Казахстана действительно мощнейшая экономика на сегодняшний день. И, естественно, армия у Казахстана великая, да. И мы думаем, что США будет сотрудничать и брать с них пример в ближайшие десятилетия. И даже, может быть, мы в будущем построим новый мир. Госпожа Меркель, вы в политике уже 12 лет, вы возглавляете ФРГ на посту канцлера, и мы хотели бы у вас поинтересоваться, с каких людей вы берете пример? Что ж, интересный и довольно сложный вопрос, но я могу однозначно вам ответить, что, естественно, в первую очередь это Нурсултан Абишевич Назарбаев. Этот гениальный политик смог вывести в кратчайшее время Казахстан в мировые лидеры, и вы знаете, я вам открою секрет, я иногда консультируюсь с Нурсултаном Абишевичем и узнаю его мнение по многим вопросам, которые я принимаю здесь, в Германии. Господин президент, приветствую вас. Приветствую. И мы начнем с самого животрепещущего вопроса, ответ на который хотят знать все. Вы знаете, в Казахстане сейчас очень тяжелая политическая обстановка, ведутся репрессии против ДВК и Мухтара Аблязова, и кого мы должны поддержать? Франция – это родина революции, родина свободы и прав человека. И несмотря на мое глубокое уважение к Нурсултану Абишевичу и Касым-Жомарту Токаеву, я, естественно, не могу не поддержать ДВК и, конечно же, Мухтара Аблязова, потому что они стоят за свободу слова, за политические возможности в Казахстане. И Франция, конечно же, будет стоять на стороне ДВК и Мухтара Аблязова. Мы не допустим незаконных репрессий против демократических движений в Казахстане и вообще во всех странах мира. Потому что Франция – это страна свободных людей. И мы будем защищать свободу и демократию не только внутри Франции, но и по всем странам мира. Казахстан под руководством Ельбасы Нурсултана Абишевича – это одна из немногих стран, которой действительно удается эффективно бороться с коронавирусом. И я, как лидер Китая, действительно восхищаюсь действиями казахстанского правительства. Действительно хорошая и очень восхищающая работа. Господин президент, теперь мы, наверное, перейдем к вопросам внешней политики. И нас, конечно, в первую очередь интересует отношения с Казахстаном. Это крупнейшая страна в Средней Азии, и мы действительно хотим узнать ваше мнение по поводу Ельбасы Нурсултана Абишевича, о его уходе с власти и назначении Токаева на должность президента Республики Казахстан. Что ж, во-первых, отмечу тот факт, что Турция была первой страной, которая признала независимость Казахстана. Казахстан действительно является нашим главнейшим партнером в тюркском мире. Мы очень тесно связаны культурными связями, да, экономическими связями. Туристы из Казахстана ежегодно приносят нам миллиарды и миллиарды долларов в нашу экономику. И мы, естественно, заинтересованы в развитии отношений с Казахстанской Республикой. Что же могу сказать по поводу Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также назначения нового президента? Я думаю, что это очень обдуманный и правильный ход со стороны Ельбасы. Таким нехитрым способом Назарбаев просто продлил себе власть, и это не скрывается никем. И мы, естественно, будем поддерживать его во всяких начинаниях, потому что туристы из Казахстана – это главная составляющая нашей экономики, и мы в дальнейшем продолжим делать различные скидки и послабления для туристов из Казахстана. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.